Детский сад в Новом Афоне – первый объект, который посетил президент Рауль Хаджимба. Строительство дошкольного учреждения, рассчитанного на 100 мест, началось около 1,5 лет назад. Объект строится в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы. Проектно-сметная стоимость 139 миллионов рублей, из них уже освоено 86%. Объект типовой, у нас два одинаковых садика фактически строится, один в Афоне, другой в Очимчирах. Строительство идет по графику. У них сейчас остались неосвоенными пока деньги по мебели и инвентарю, просто проплатили аванс, ждем поставку. Она будет осуществлена где-то ориентировочно в течение 35 дней от сегодняшнего дня, если считать. К тому времени должен быть, я думаю, уже будет готово помещение для того, чтобы принять мебель и инвентарь. После того будет все собрано, акт ввода, и запустим, я надеюсь, что в сентябре, в конце сентября уже дети по Гагре школу. По Гагре школу там тоже была проблема из-за поставщика, у них с фасадной отделкой получилось, с фасадным материалом поставщик привез не то, ему пришлось из-за этого сейчас заказать по новой. А школа, я думаю, что в сентябре. Я вам не дам, ребята. В сентябре должны быть. В сентябре, да, не знаю, не уверен, что 1 сентября, но в сентябре. А я уверен. Значит, сделаем так, как вы уверены. По словам начальника строительного участка Льва Шамба, объект будет соответствовать всем современным стандартам и сдан в эксплуатацию в намеченные сроки. Мы в конце сентября полностью сдадим. Все зависит от оборудования, как придет. Уже уплочено, но иногда есть разные задержки там. А так в основном все нормально. Вообще сейчас по инвестпрограмме хорошие объекты социального назначения строятся. Вы знаете, в Гаграх прекрасную школу строят, в Тхинах прекрасную школу, детский сад в Очимчирах, детский сад в Новом Афоне. Это современные школы и современные детские сады. Все предусмотрено, что возможно предусмотреть. И пищеблок будет отличный, даже подача пищи с 1 на 2 этаж механизирована. И я думаю, что это солидный объект. Затем Рауль Хаджимба посетил здание Дворца молодежи в Новом Афоне, которое восстанавливается за счет средств резервного фонда правительства. Дворец молодежи не функционирует уже порядка 10 лет из-за отсутствия в нем капитального ремонта. Выход из сложившейся ситуации был найден в этом году. Правительством Абхазии были выделены около 30 миллионов рублей. Здесь много молодежи, много людей, которые хотели бы, наверное, быть в гуще всех этих процессов культурного становления. А мы, во всяком случае, нацелены на то, чтобы вот именно такая работа была. У них, насколько я помню, по-моему, библиотека где-то в каком-то захудалом здании. Негде собираться, негде проводить какие-то вечера, какие-то мероприятия. Поэтому это просто для людей, для тех, кто действительно нуждается в том, чтобы вот такая работа была бы проведена. Помимо капитального ремонта, здесь идет и строительство дополнительных площадок. Теперь на 1 этаже появятся гримерные. На 2 планируется разместить детскую библиотеку. Будет здесь и шахматный клуб. По словам главы администрации Нового Афона, ремонт Дворца молодежи – это долгожданное событие для всех горожан. Наш президент ситуацию с нашим Дворцом культуры знал, в каком она состоянии находится. Как я уже говорил, она не попала в комплексный план развития нашей республики. Пришлось просто просить. Они выделили ту сумму, которая нужно было. Спасибо, я хотел бы сказать. Немного осталось профинансировать. У нас будет один такой серьезный, красивый очаг культуры в нашем городе. Также президент осмотрел новый вестибюль Новоафонской пещеры. Здесь строительные работы были выполнены за счет предприятия комплекс Новоафонской пещеры. И сколько нам это обошлось? Это обошлось около 64 миллионов. Пока. Есть какие-то еще недоработки, процесс еще не завершен, а все основные работы сделаны, остались мелочи. У нас слишком большое количество людей в летний период, в летний сезон посещает Новоафонскую пещеру. И держать их всех там в холле, в вестибюле уже практически было очень сложно. И физически на самом деле во-первых, использовать терминал, который установлен у нас по распоряжению Рамиля Джумковича,
электронная система обслуживания, да, вот не позволяла нам оттуда все это как бы пропускать, проводить людей. Сегодня, благодаря этому, мы можем правильно, соответствующий с действующим законодательством, заниматься своей работой, обелечивать наших туристов, предоставлять им более комфортные условия для посещения пещеры. Как отметил министр по курортам и туризму Автандил Гарцкий, такой подход должен быть у всех руководителей туристических объектов. Сейчас в мире очень большая конкуренция в сфере туризма. И если каждый туристический объект по мере возможности будет вкладываться в свое собственное развитие, Абхазия вполне сможет конкурировать с популярными мировыми курортами. Тут самое главное, надо понять одну вещь. Это то, что было при первой нашей встрече, когда мы только начинали работать. И президент страны Рауль Джункович сказал о том, что все предприятия должны развиваться. То есть заработанную прибыль, заработанные деньги вкладывать в собственное развитие. Это очень важно, потому что без этого невозможно конкурировать ни с одной страной, потому что вы знаете, что туристическая отрасль очень быстро развивается, и мы должны конкурировать. Появление в Новом Афоне новых социальных объектов имеет большое значение для жителей города. И, как было отмечено по итогам поездки, все работы должны быть выполнены качественно и в запланированные сроки. Ягухава, Абхазское телевидение.